Дорогие зрители, мы в очередной раз записываем подкаст. Мы ускорились в последнее время. У нас сегодня в студии Джусойт Сослан, Кристина Пурен. И мы будем говорить о том, что происходит в Южной Осетии. Я небольшую вводную скажу. Сейчас вокруг Южной Осетии очень много идет разговоров. Понятно, Южная Осетия готовится к выборам, но и со стороны разных грузинских политических сил тоже идут, ну, скажем, какие-то прения по поводу текущего статуса диалога, конфронтации с Южной Осетией и Абхазией. Параллельно мы слышим из России разговоры о союзном государстве. То есть, на мой взгляд, все идет к тому, что статус-кво вокруг Южной Осетии будет меняться. И вот сегодня я с вами хотел бы, скажем так, попробовать предугадать, как вот эта диспозиция вокруг Южной Осетии будет меняться. В первую очередь я бы, наверное, хотел бы, Сослан, у тебя услышать мнение о том, что сейчас в Грузии разные политические силы, там, оппозиционные, стали говорить о том, что, да, разговор о том, что признавать Южную Осетию или Абхазию, этого не было, это уже как бы российские СМИ от себя добавили, но они сказали, что нужно искать другой подход в общении с Абхазией и Южной Осетией. К чему они готовятся? Я думаю, что ничего особого не поменялось, Алик, в их подходе, в их отношениях. То, о чем ты говоришь, это была цитата Гварамии, которая была немного переиначена. Ее подали у нас так, что он призвал последовать примеру Армении, которая признала, что Карабах – это часть Азербайджана, но какой у Армении был выбор? Они проиграли войну, и оттуда ушло все армянское население. Но он в итоге этого не говорил. Я думаю, что позиция Грузии, она более-менее остается неизменной. Их насторожило только то, что происходят досрочные выборы, и что, судя по всему, республику возглавит человек, который является прямым ставленником Москвы. Так они это понимают. Вот этот момент их настораживает. Во всем остальном у них позиция прежняя, они ее еще раз озвучили к очередной годовщине грузинской агрессии 2008 года. Они призвали Россию оставить Южную Осетию, оставить Абхазию, вывести свои базы, все как у них полагается. И тут единственное изменение, такое оно тоже изменение косметического характера, с одной стороны, я думаю, что мы об этом сейчас поговорим, это принятое в Южной Осетии решение об открытии 2 пунктов пропуска на границе с Грузией в Лениногорском и в Завском районе. Вот об этом мы можем сейчас, наверное, поговорить. Мы просто до этого все вместе втроем, Кристина была как наш куратор, писали целый материал об этом, о новых логистических путях, да, и вот эта история о том, что открытие пунктов пропуска, Кристина, их можно считать, что это какой-то задел на вот эту большую логистическую историю, или это чисто политическая какая-то история, которая сейчас в Южной Осетии происходит? Сложно сказать, потому что мы точно этого с вами не знаем, но если все-таки это станет шагом к тому, чтобы в перспективе была открыта дорога, здесь очень важно учитывать, чтобы на этих пунктах пропусках были именно пропускные пункты, то есть теперь грузины, допустим, они смогут, именно те, что проживают в грузинской части этих районов, они смогут ездить в Грузию, допустим, покупать там товары и привозить их в Южную Осетию. Но здесь нужно учитывать, что, допустим, до ковида действительно товары из Грузии были дешевле. Сегодня все-таки в Грузии тоже кризис, и то есть эти товары на фоне российских, они сильно дешевле не будут. Но в любом случае это оживит эти районы отчасти. Но здесь все-таки очень важно учитывать фактор безопасности, потому что, вот, допустим, в Ленингоре там пункт есть. В Заузском районе, как я понимаю, там нет пункта. То есть в перспективе мы должны говорить о том, что пункт там должен быть все-таки создан, и нужна именно проверка на контрабанду, вот на все вот это, потому что, в принципе, это не будет идти в плюс для Южной Осетии, если его там не будет, вот так бы я сказала. А я вот тут уточнение хотел бы тебя услышать. Открывают пункты пропуска без пунктов пропуска. Это как? Я этого точно не знаю. Здесь нужно учитывать, что у нас есть лишь пост и исполняющего обязанности, поэтому точно, как это будет работать, мы пока что сказать не можем. Просто у него указано, что будет открыт пункт пропуска в Раздахане, он там есть, и будет открыт
пункт пропуска вот в селе Перев, Да. да, но если мы вспомним прошлое, то был пункт пропуска в Карзмане. Кристина имеет в виду, судя по всему, что там нужна полноценная инфраструктура. Да, я говорю вот именно для об этом. таможенного контроля, для пограничного контроля. Ну, наверное, по примеру Зарамага, наверное. Да. Так, да. А грузины заинтересованы в появлении такой Вот- инфраструктуры? Вот это самый интересный вопрос. Но они нет, наверное, я да, думаю, да. который, наверное, нам нужно проговорить, потому что о дороге же мы давно говорим, Мгм. там и ты об этом, Алик, не раз высказывался, и я высказывался. Тут есть два момента в этой истории. Первый момент – это гуманитарный. И в этом контексте история совершенно понятная. То есть люди, которые живут, допустим, в Лениногорском районе, у них там родственники в Грузии, ну, им нужно туда ездить, у кого там дети, плюс от Лениногорда, от Тбилиси ближе, чем до Цхинвала, и дорога намного лучше, и часто бывают истории, ну, не дай бог, конечно, но когда людям нужна бывает экстренная медицинская помощь, например. Довольно часто бывает. Да, и с учетом плачевного состояния нашей медицины в целом в Южной Осетии, ну, и в Лениногорском районе в частности, а может в особенности, это, ну, наверное, такое полезное решение. А вот что касается уже открытия дороги, именно вот полноценной коммуникации логистической, это совершенно другая история. И тут меня, знаете, что смущает? Может, вы меня поправите? Об этом все больше и больше у нас говорят в Южной Осетии. И публикации уже в СМИ пошли. Многие политические, общественные деятели говорят о том, что вот надо открыть дорогу, но никто не задается двумя вопросами. Вопрос первый – это в каком формате вы ее открываете. То есть как? Там сейчас двухполосная трасса Транскам, если там пойдет поток какой-то машин, ну, допустим, вот завтра ее открыли, да, вот предположим, все, наверное, рассчитывают, вот сторонники немедленного открытия, на то, что они на этом быстренько как-то заработают. Ну, выкупят земли рядом с дорогой, там Нет, инфраструктуру эти земли построят. уже, кстати, отданы их нельзя, во-первых, Ну, выкупить, потому что это запрещено, их уже отдали в аренду. Если посмотреть на прошлое, даже когда это же вот эти разговоры идут очень давно, и когда вот эти пик доходят до разговоров, и все думают то, что она будет, допустим, там были какие-то уже заправки, какие-то автомойки, вот именно с прицелом на то, что будет эта дорога, и там и будет именно ездить эти машины, которые будут ими. А то есть пользоваться. бизнес уже готовится к этому. Он еще до этого готовился давным-давно. Я, кстати, думаю, что если ее запустят, то он будет работать очень быстро. В плане за полгода там все появится, что можно и нельзя. Ну, появится, но там же лишних полос на дороге не появится. Ее нужно расширить до Ну, это же не быстрая 4 история. полос точно. И второй момент, знаете, какой? Об открытии этой дороги, о каких-то плюсах, перспективах говорит только наша сторона. У Грузии позиция очень простая, им эта дорога не нужна. Они говорят, у нас есть вот военно-грузинская дорога, официальный пункт пропуска там на Ларсе, и нам этого достаточно. И мне уже кажется, что вот этими разговорами мы, я имею в виду вот Южную Осетию в целом, как субъект, если она таковым еще является, об этом мы сейчас позже, наверное, поговорим, ставим себя в заведомо проигрышное положение. Мы как будто заранее просим их, находимся в такой позиции просителя, ну давайте откроем дорогу, чтобы мы что-то заработали. Они со своей стороны говорят, да нам не нужна эта дорога, нам и так нормально. Я при этом понимаю, что завтра, послезавтра, когда-то же этот вопрос встанет, и вот к этому дню у нас должна быть переговорная позиция. Это то, чем наши элиты, или так называемые элиты, должны были заниматься давно. Готовить переговорную позицию с Грузией на случай вот открытия этой дороги. Этой позиции нет, есть только позиция просителя. И я думаю, что это нашу переговорную позицию будущую очень сильно размывает, если честно. И нам нужно, или оставить эти досужие разговоры, на самом деле, сейчас они досужие, либо заниматься развитием инфраструктуры. Я вот хочу добавить о том, что я про открытие этой дороги уже лет 10, наверное, слышу. Ну, если не 10, то 5 точно. Вот авантюристы разных уровней говорят про эту дорогу. Я в данном случае авантюристы не в негативной коннотации говорю. Я очень много слышу. Очень много слышу про то, что Китай строит какую-то колоссальную дорогу, что вот эта дорога через Южную Осетию из России в Грузию, что она встраивается в какой-то шелковый путь Китая. Про это, кстати, с Игорем Дмитриевым мы в отдельном подкасте говорили, что он сказал, что если реально Китай будет строить эту дорогу, то на пути этой дороги ни Грузия, ни Южная Осетия не встанет. Там этот вопрос будет решаться абсолютно другими усилиями и давлением.
когда мы в свое время писали о дороге вот с Кристиной, мы говорили, я для наших зрителей поясняю, мы говорили много о другой дороге. Мы говорили о дороге, которая идет из Мамисонского ущелья в Шови, Они и дальше Батуми и Кутаис, да, то есть вот в порты. Для меня этот проект, да, почему мне интересен и ценен, потому что благодаря восстановлению этой дороги военно-остинской мы можем еще кинуть за относительно небольшие деньги небольшой кусок в Квайсу. И тогда Квайса сразу встраивается в коммуникацию с Северной Осетией. А вообще сейчас вот у России, на мой взгляд, да, позиция такая, что да, Южную Осетию мы не будем присоединять. Южная Осетия – это независимое государство, это статус-кво. Но при этом я вижу со стороны России, по крайней мере, разговоры и проработку идей, которые будут способствовать дальнейшей интеграции Южной Осетии. Вплоть до того, что чиновники Северной Осетии должны ротироваться с чиновниками Южной Осетии, должна быть глобально такая одна среда, откуда формируются там управленцы, служащие, госслужащие, там, медицинский персонал. То есть фактически, чтобы между Южной и Северной Осетией возникла такая коммуникация и произошла полная интеграция. То есть Южная и Северная Осетия стали одним экономическим субъектом, а для этого нужно строить дороги. Вот я об этих дорогах говорил. А вот эта дорога, которую сейчас, про которую говорят, да, через Ленигорский район, там, вот она у меня, наоборот, вызывает больше опасений. Да, и вот эта позиция про то, что мы просим, это как раз и говорит о довольно плохом экономическом положении Южной Осетии, если мы постоянно просим эту дорогу. Да, и я добавлю, что сейчас и у многих жителей Южной Осетии очень большие опасения такого же рода, как у тебя, Алик, опасения быть включенными не в одно экономическое пространство с Северной Осетией, ну и дальше с Россией, а в пространство с Грузией, ну, не получив взамен ничего. Потому что происходят какие-то процессы, а людям никто ничего не объясняет. То есть вот просто принимаются решения, но что стоит за этими решениями, какой у них подтекст, в каком контексте их нужно рассматривать, к сожалению, этого никто обществу не объясняет. Это, понятное дело, порождает совершенно разные теории. Вот мы-то с собой, как сказать, изнутри на ситуацию смотрим, а я вот от Кристины хотел бы, как у внешнего эксперта, узнать, ты довольно часто бываешь в Южной Осетии, и вот, ну, у тебя же есть какой-то, наверное, ты как-то для себя замеряешь настроение по поводу и дороги, и вообще будущего Южной Осетии, да, и было бы интересно от тебя услышать, вот как эти настроения меняются, какие эти настроения, какие теории среди жителей Южной Осетии витают. Ну, про вопрос дороги я соглашусь. Для людей он всегда связан с безопасностью. Я здесь полностью согласна. И в этом смысле я считаю, что даже, допустим, про то, как сейчас будут работать эти пункты пропуска, должны как можно больше рассказать, и что очень важно показать, потому что на самом деле грузинская власть, она будет пытаться влиять на Южную Осетию. Здесь нужно учитывать, что когда дорога была закрыта, грузины могли влиять на Южную Осетию исключительно через трек Красного Креста, вот про который мы как раз-таки уже говорили, и он достаточно ограничен. Сейчас все-таки возможность для них станет больше, потому что грузины в целом делают ставку на восстановление отношений с абхазами и осетинами через бизнес, через образование. В этом смысле я считаю, что вот именно как бы понятное дело, что для жителей этих районов экономически будут плюсы, все это понимают. Но здесь очень важно, чтобы мы обеспечили им безопасность, чтобы они туда просто ездили, допустим, оттуда привозили какие-то товары, то есть это же тоже какое-то ограниченное их количество в этом смысле. И плюс я считаю, что очень важно, чтобы Россия усилила сейчас работу через гранты, через всякие программы. То есть вот мы уже говорили о том, что нужно расширять гранты. То есть нужно давать гранты и бизнесу в этом смысле, потому что, допустим, грузины, они хотят давать гранты бизнесу, и они будут давать, если у них будет шанс. То есть мы должны быть во всем раньше них. Я считаю, что если мы это сможем, то и от дороги никакой опасности уже не будет. Поэтому сейчас я вижу эту работу, и мы все, я думаю, видим, поэтому очень важно, чтобы, допустим, после выборов вся эта работа была сохранена, и, допустим, как и в Абхазии, если мы посмотрим, тех же самых
грантовых конкурсов там уже было несколько. Я вот скажу, да, Суслан, Мгм. может, меня поправит, я всю жизнь от своих родителей и от всех своих Мгм. ближайших родственников слышал проклятие на, на таможенный пост, который стоит между Мгм. Северной и Южной Осетией. То есть, ну, кроме как глобального зла и издевательства над осетинским народом, ну, в моей семье и окружении людей этого не было. Огромное количество людей говорили, ну, мы точно не за это воевали, чтобы между Южной и Северной Осетией был пост, да, на котором в какие-то времена, я помню, там до 2008 года там можно было и 10 часов простоять. Я там заночевал как-то. Ну, а я 9 часов, и у нас еще со мной дядя со своим, ну, дядя и его семья, у них маленький грудной ребенок был, мы 9 часов стояли с грудным ребенком. То есть, ну, этот пост вызывает оторопь. А недавно я столкнулся с такой историей, что вот девушка абсолютно, ну, высказала мнение, что она не против этого поста, что она за, поскольку она опасается, что с севера Осетии из России в Южную Осетию хлынут туристы, а к туризму сейчас вообще в целом во всем осетинском обществе очень двоякое отношение и потихоньку в сторону негатива начинает двигаться, и наркотики. И, во-первых, девочка молодец, что она абсолютно смело сказала это мнение. Мы его в паблике опубликовали, и в комментариях я ожидал дискуссию, массовая поддержка. Потом поговорил с несколькими своими цхинвальскими друзьями, они тоже сказали, что в принципе мы не против поста, мы за то, потому что мы опасаемся притока людей из России. Очень многие опасаются, что здесь все выкупят, места не останется, туристы все захватят, потом еще наркотики придут, хотя наркотики, по-моему, и до этого успешно шли туда-обратно, как бы. Они, к сожалению, сейчас успешно ходят, да, там Да. не то чтобы супер благоприятная ситуация в этом плане. И вот я понял, насколько на самом деле сильны дезинтеграционные процессы. С другой стороны, в Северной Осетии я вижу со стороны бюрократии, я вижу другую историю, что в принципе-то бюрократия, может быть, хотела работать бы с Южной Осетией, да, но на равных. Или же, как бы, ну, очевидно, что чиновники в Северной Осетии, ну, я надеюсь, на меня никто не обидится, но в целом более квалифицированы, чем в Южной Осетии, потому что они больше внедрены в российскую систему. И они бы готовы были помогать, но вот тут каждая из сторон, юг и север, они свой статус видят выше, чем у другой стороны. И очень много несостыковок происходит. Да. То есть, да, подписываются какие-то рамочные соглашения, но реально ничего не происходит. Это правда на самом деле. В этом смысле, я думаю, что в перспективе мы будем видеть все-таки, что они будут более глубоко и интегрироваться, как минимум на уровне вот каких-то ведомств или министерств, как раз о которых мы говорили. Поэтому я думаю, что процессы будут идти. Здесь очень важно, чтобы обе стороны Осетии этого хотели на самом деле, потому что можно сколько угодно заключать эти соглашения, если нет истинного желания, то этого не будет, я считаю. А истинное желание на базе чего появится? Я, конечно, люблю романтичную... Политической воли в этом смысле, я думаю. Я вот в этом плане чуть-чуть с марксистами согласен, что должна быть экономическая база. Да, потому что вот эта романтизация постоянная каких-то национальных мифов, я вижу, что они не работают. Вот это на словах много чего есть, в реальности это не работает. Нет, они работают в экстремальных каких-то ситуациях, когда бывает, не дай бог, война или вот что-то такое. Да, кстати, 2008 год хорошо это показал. Работают. Но когда наступает время методичной, монотонной какой-то системной работы, то, конечно, тут уже бытие определяет сознание. Но я на эту тему, наверное, не совсем квалифицирован говорить, имею в виду вот взаимодействие там северо-осетинской бюрократии с южно-осетинской, кто там себя кем считает, там, кто там чемпион мира, кто чемпион Европы. Все чемпионы мира. Да, но вот что касается поста и о том, что есть в Южной Осетии мнение о том, что его нужно сохранить, ну, наверное, любое мнение нужно уважать, тем более, когда оно высказывается там корректно, да, без каких-либо претензий к кому-либо. Но я с этим мнением категорически не согласен. Категорически не согласен. Мы об этом, Алик, много раз говорили в разных подкастах, мы, по-моему, только об этом и говорим на самом деле. Вот это такой, не знаю, не то что магнум опус, но вот красной линией через все наши подкасты идет тема того, что этого поста там не должно быть, потому что ну вот мы говорим о
интеграции, мы говорим о экономике какой-то совместной. Ну, какая может быть интеграция экономика без свободы передвижения между Цхинвалом и Никакой. Владикавказом? Это первый момент. Второй момент. Туристов в Южной Осетии с каждым годом становится все больше и с постом. Их и дальше будет становиться все больше. А что касается там всякой контрабанды, наркотиков и других плохих вещей, то, к сожалению, к моему глубокому, если бы было так, что пост был стопроцентной гарантией их отсутствия на нашей территории, то, может быть, я с этим мнением согласился, но ни один пост в мире, никакой, ни в одном государстве эту проблему не решает. Поэтому по пограничному контролю между Южной и Северной Осетией мне хотелось бы, чтобы у нас все-таки был консенсус, что этого контроля быть не должно вообще. Потому что если мы на эту тему не согласимся между собой, если у нас не будет квалифицированного большинства, так скажу, то дальше все эти интеграционные культурные процессы, они на самом деле сведутся к тому, о чем ты говоришь, к романтизации мифов, к тостам за столом, что да, мы один народ, Ива Адам Истам, и так далее и тому подобное. А на деле Ива Адам Истам, сейчас нам стало получше, я последний раз ехал, я все равно час отстоял. Говоря про интеграционные процессы, Марат Камболов, который сейчас исполняющий обязанности президента Южной Осетии, это же человек, который должен обеспечить эти интеграционные процессы. Да. Для этого вообще-то и он идет, если мы говорим. В этом плане идеальная фигура, он человек из Северной Осетии, который возглавляет Южную Осетию. Он, в принципе, это везде декларирует, и у нас нет причин сомневаться в искренности его намерений и слов. А у нас сейчас выборы предстоят. Да. Можно ли сказать так, что если народ Южной Осетии проголосует за Марата Камболова, народ проголосовал за интеграцию? А если не проголосует, то сложно нет. сказать, если Можно честно, ли так? сложно. Очень сложно сказать. Я думаю, что нет, Алик, потому что, в какой-то степени да. Ты прав, потому что есть же такое мнение, его, кстати, очень сильно разгоняют и разные грузинские блогеры, что вам прислали там ставленника. Да, чуть ли не чужого человека. Не чужой человек, он осетин. Как он может быть чужим? И, конечно, если его выберут, то в контексте интеграции это будет хорошая история в том плане, что мы сможем потом сказать, что народ Южной Осетии выбрал человека из Северной Осетии. Никаких проблем. Там никто его не забраковал из-за того, что он там не из Южной Осетии. Но с другой стороны, и надо это тоже прямо проговорить, люди сейчас в Южной Осетии, они голосуют за изменения, они хотят изменений, они хотят улучшения своего материального состояния, они хотят, чтобы у них стали больше пенсии, больше зарплаты, чтобы немного по экономике что-то задвигалось. Они голосуют за лучшее будущее, за надежду. Корректно ли будет сказать, что, скажем, к Марату Камболову у жителей Южной Осетии требований и запрос гораздо больше, чем к другим кандидатам? Да, я думаю, что да, очень сильно лучше, чем к другим. Да, Я Кристина, думаю, что да. Как ты считаешь? Кстати, реально, что да, потому что он приехал из России, у него уже есть на фоне других связи, допустим, и так далее, и они от него ждут решения именно до выборов. В этом смысле, если даже мы посмотрим, например, Абхазии, допустим, когда были выборы, то Россия в предвыборный период построила там аэропорт. Это было круто, на самом деле. И в этом смысле в Южной Осетии от него ждут то же самое. Какой-то большой проект. Какой-то большой проект, на самом деле, правда так считаю. Либо даже небольшой проект, а то, что говорит именно Сослан, это именно пенсии, заработной платы, потому что они действительно очень низкие. То, что мы в тот раз обсуждали, эффект низкой базы, он там очень высокий. И для Марата Камболова это одновременно и плюс, и минус, потому что у него остался месяц, и он должен им показать что-то такое, чтобы они сказали «Вау». Я тоже, с одной стороны, Марат Камболов, его презентовали Южной Осетии как большого тяжеловеса, федерала, да. И с одной стороны, это дало ему карт-бланш какой-то, но с другой стороны, я понял, что это на него наложило большие обязанности. Да. И я сейчас тоже, вы меня поправьте, если я корректно говорю, по истории с Маратом Камболовым, помните, был экономический форум в Южной Осетии. И там активно шла история, продвигали историю уже со строительством железной дороги. Причем, насколько я знаю, эта история с железной дорогой, это был, опять же, я могу ошибаться, но это была несколько такая, скорее, пиар-акция для второго срока Алана Гаглоева.
Нет, я еще, как знаю, все-таки по железной дороге у той власти шли переговоры именно с Россией, потому что нужно было на эту дорогу отыскать денег. Плюс все-таки нужно учитывать, что для России эта дорога, она перспективна, потому что она на самом деле находится более удобная, чем дорога в Абхазии. Просто построить эту дорогу сейчас, это дорого, все это понимают, и на это нужны дополнительные какие-то деньги. В этом смысле построить ее в 2008 было гораздо проще. Сейчас это более тяжело, но, как я знаю, это не только про пиар, действительно шли какие-то переговоры, просто на данный момент это очень дорого. Ну вот для Марата Камбулова это мог бы стать такой большой проект, который Безусловно. козырь в рукаве. Да. Теоретически, да, конечно, теоретически, да. Но здесь надо учитывать, что люди у него бы спросили, что им это даст, потому что если мы говорим про аэропорт в Абхазии, он дал именно рабочие места и приток все равно туристов из России, то есть там у них же перелеты там Пермь, по-моему, есть, ну в плане такие, кто бы до них бы даже бы, ну как я думаю, оттуда бы до Абхазии им было бы ехать очень долго, сейчас это быстро. Железная дорога даст грузопотоки, то есть как таковые рабочие места для южан, она ведь, ну мне кажется, и не даст. Ты вот как думаешь? Я думаю, что нет. А поток людей? А какой поток людей? Там эта дорога строится под грузопоток, под грузы, которые будут идти. Ну, если там только какая-то инфраструктура вокруг дороги выстроится. Ну, это не сильно. Да. А пассажирская? А куда? В Южную Осетию? Ну, я думаю, Олег, я скорее вот с тобой соглашусь, это была предвыборная пиар-история, потому что все понимают, что в условиях СВО никто этим проектом в обозримом будущем заниматься не будет. Но, опять же, я вернусь вот к своей предыдущей мысли про дорогу в Грузию. Эту позицию тоже надо прорабатывать. Понятное дело, что это проект перспективный, он обсуждался, насколько я помню, он даже и на высшем уровне обсуждался между президентами Южной Осетии и России, и никто перспективность этого железнодорожного маршрута не отрицает, особенно на фоне вот активизации там, Соединенных Штатов Америки, Турции, Евросоюза по другому маршруту, который через Армению и Азербайджан идет. Поэтому не исключено, что частые дороги он может и прийти, и к этому тоже нужно быть готовым и готовиться. Возвращаясь уже в наш микроформат, именно говоря о Южной Осетии, вот по факту мы видим, что Россия в Южную Осетию направила Марата Камбулова. И Марат Камбулов – это человек, под которого, скорее всего, Россия могла бы дать средства на большой проект, потому что, видя, что было с предыдущими инвестиционными программами, я понимаю, почему в России как бы вот увидели необходимость в таком трансфере власти. Это один момент. Второй момент. Я очень активно слежу в Твиттере за грузинами. Ну, и грузины, кстати, активно смотрят нас. Грузины следят за тобой, да? Да. Мои верные зрители, я очень благодарен им. Часто очень дельные комментарии дают, ну, то есть поправляют меня, если я где-то ошибся. Или, короче, внимательно следят. У них позиция такая, что Марат Камбулов – это не просто человек из России. Нет. Что это человек с Северного Кавказа. А у грузин же есть некий миф, это и с абхазами, и с осетинами, что есть некие южные осетины, да, которые близки к грузинам. Есть некие северные осетины, вообще другой народ, иронцы какие-то, там вот злые, да, которые всегда были против Грузии вместе с остальными северокавказцами. Да. Когда объясняют, что нет никаких южных осетин, нет никаких северных осетин, их концепция ломается. Но в рамках их концепции Марат Камбулов – это представитель некого Северного Кавказа, который пришел на Южную Осетию. И у них вокруг этого такие теории и заговора возникают, что даже интересно за этим наблюдать. И вот, исходя вот из этих двух позиций, мне бы хотелось сейчас поговорить про выборы. На ваш взгляд, люди будут, какая-то часть общества будет голосовать за Марата Камбулова. Почему? Да, понятно, большие проекты. Но есть же люди, которые будут голосовать за других кандидатов. Есть даже большой процент, я думаю, тех, кто может голосовать против всех, да. Потому что у нас есть эта позиция бюллетеня. Это тоже на самом деле нужно учитывать. И вот мне бы хотелось от вас услышать ваше экспертное мнение, как вот итоговая диспозиция по выборам вообще повлияет на будущее Южной Осетии. Вообще, что будет на выборах?
Ну, мы не знаем, что будет на выборах. Люди придут, проголосуют, и кто получит больше голосов, тот и станет президентом. Но пока, по крайней мере, все идет к тому, что это будет Марат Камболов. Но прежде чем мы поговорим о выборах, Алик, я бы хотел проговорить другой момент, очень важный. Я не знаю, он у нас проговаривался или нет, а его проговаривать надо. Эти выборы, как мы все знаем, досрочные. Да. То есть у нас был президент, который досрочно ушел. Досрочные выборы – это сама по себе уже некая экстремальная ситуация, форс-мажорная ситуация. Тем более, все понимают, все знают, что он ушел там не по состоянию здоровья, не потому, что он так захотел, а вот потому, что все к этому пришло. А то, что все к этому пришло, мне кажется, знаменует некий промежуточный финал Южно-Осетинского государственного проекта. Мы, что называется, уперлись в некое дно. Давайте это тоже проговорим. Суслан, мы с тобой про дно говорили, по-моему, лет 5-6 назад, но оказалось, что падать можно еще много куда. Да, потому что вот то, что произошло, вот Кристина говорит, что очень многие будут голосовать против всех. Они потому и будут голосовать против всех, потому что вот произошедшее очень многие восприняли как некий такой крах вообще нашей государственности, не окончательный, но промежуточный. И с этим... Я. И с этим, наверное, нужно согласиться, потому что президенты, которых выбрал народ, уходят по-разному. Есть способы, которыми можно уходить, а есть способы, которыми уходить нельзя. Ну вот у нас произошла ситуация, которой, наверное, не должно было быть. И, в принципе, Марат Камболов, он когда приехал, вы помните это, он там первые недели, 2 недели, он прямо говорил, что этого нет, второго нет, третьего нет, то не выполняется, это не выполняется. Приехал в Знаурский район, увидел там какое-то полуразрушенное здание, спрашивает, это вообще эпично было. Да, что это такое? Это суд. И у человека возникает логичный вопрос, как это может быть судом? То есть, оно вот-вот обвалится, как тут работать можно? И вот все наши, я даже не могу их назвать, наверное, элитами, мы должны с вами проговорить... Элитки. Да, то, что они все виноваты, ответственны за то, что сейчас произошло. У меня есть один друг, сейчас не буду его имя называть, и он часто вспоминает в контексте нынешней ситуации один свой разговор со своими приятелями в 90-х годах. И там один из них произнес очень такую сакраментальную фразу, которая, как выяснилось, определила будущее Южной Осетии. Я ее по-эстински скажу. Он сказал: И вот у нас получилось так, что все наши элиты, они относились к Южной Осетии как к пирогу, к осетинскому пирогу. Не знаю, с какой начинкой. Наверное, у кого-то это был хабижин, у кого-то картофчин, кто что больше любит. И каждый оттуда откусывал. И вот они дооткусывались. Вот пришло к некому такому краху. И они, наверное, должны это понимать. Они должны понимать, что люди, извините, не идиоты, люди не дебилы, и люди это видят. И вот когда об этом говорят, вот там Сарман Джусуев об этом прямо сказал одному деятелю в парламенте, и там в итоге человек обиделся и заявление в КГБ написал. Да. А потом к человеку в квартиру ворвались еще и устроили маски-шоу. Обижаться не надо. Да. Обижаться не надо. Они должны знать и понимать, что люди все это видят. И вот то, что он проговорил, очень многие люди так думают. И мы находимся просто в каком-то глубочайшем экзистенциальном кризисе. Видите, вот я настолько эмоционально говорю, что уже слова не выговариваю. Могу ли я сказать так, что сейчас в политике Южной Осетии есть Марат Камболов, внешний игрок, и есть внутренние политические силы, которые полностью себя дискредитировали? Это абсолютно так. Все, что у нас было до сих пор, все это себя дискредитировало, потому что если бы это себя не дискредитировал Алик, то и Марата Камболова, наверное, бы сейчас в Южной Осетии не было, и не было бы необходимости там прислать человека срочно, экстренно, чтобы он там что-то выправил. Это касается там и политических партий, политических сил, разных элитных групп, субэлитных групп, называйте их как хотите. Но сейчас, по моему глубокому убеждению, ситуация такая, что нам нужно перезагружаться. И вот все, что было до сегодняшнего дня, вот все эти группы, они сейчас должны быть... Понятное дело, что все они сейчас будут там цепляться
за любую возможность остаться у бюджетных потоков, у экономических потоков и продолжать вот, откусывать от этого пирога, которого уже нет. Уже и люди кончаются. Понимаете, вот, ну, что там еще можно откусить, я не знаю, но вот люди с упорством, достойным лучшего применения, они продолжают вот, пытаться хотя бы по мелочи как-то это сделать. Но вот из моего общения с людьми в Южной Осетии, в Цхинвале, у меня сложилось стойкое впечатление следующее. На данный момент у большинства жителей, граждан Южной Осетии нет своего политического представительства. Они его не видят в парламентских партиях, они его не видят в тех политических силах, которые были у нас активны до вот сегодня, потому что эти силы привели республику вот к тому, что мы наблюдаем. Да, Москва была вынуждена прислать человека извне. И я думаю, экстренно. Да, один момент еще знаете какой, Олег? Ну, вот, я сейчас могу сколько угодно эту мысль развивать, там, и приводить исторические аналогии там, с крушением древнегреческих полисов и там, вплоть до Средневековья. Но наши зрители же нас смотрят, и они скажут, ну хорошо, вот вы это проговариваете, а дальше что нам делать? Надо действовать. Все это понимают, надо действовать. И, наверное, вот сейчас уже вот назревает необходимость формирования каких-то новых, совершенно новых там, общественных сил, политических сил, которые могут взять на себя ответственность за будущее Южной Осетии и относиться к Южной Осетии не как там, картовщину и шахараджину и фатчину, которая делится на куски и пожирается, но у которых будет какой-то конкретный план, какое-то конкретное видение, которое они смогут предложить оставшимся жителям, потому что, ну, я не хочу сказать, что народ жалко это плохое слово, да, но вот когда мы говорим, Алик, о том, что вот у нас были войны, у нас есть герои войн, да, но я считаю, что вот люди, которые в 90-х годах остались в Южной Осетии, воспитывали там детей, занимались какой-то деятельностью, кто в школе работал, кто там врачом работал, в условиях, когда не было ни света, ни тепла, ни газа, ни перспектив, ни денег, ни зарплаты, для меня они тоже все герои. Это героические люди, им сейчас уже, ну, не знаю, по сколько лет. 60-70 лет, да. Да. Но неужели они не заслужили вот, хоть что-то позитивное увидеть в своей жизни? Потому что, да, конечно, нет большего подвига, чем там отдать за своего брата, за свою родину, свою жизнь. Рухсога Тилдер. Но те, кто там остался жить, воспитывать детей, это тоже герои. И вот сейчас эти люди, большинство из них, они находятся в неком таком вакууме, они не совсем понимают, что происходит, но связывать свое будущее вот с тем, что там было до сих пор, я думаю, что большинство уже не хочет. Кристина, я хотел бы твое мнение услышать, ну, по этому такому жесткому спичу Сослана. Есть ли запрос на новые политические силы в Южной Осетии? Да, я думаю, что да. Очень сильно на самом деле. Ну, как они об этом заявляют? Вот ты же общаешься с разными... Но они прямо пока не говорят. Тут нужно учитывать, что они не думают даже, что это может быть, мне кажется. Потому что на протяжении всего времени, что мы видели в Южной Осетии, все приходят во власть, рассказывают, что они будут людей защищать, а в итоге они это не делают. То есть тут надо учитывать, что люди относятся к этому уже так, как будто это просто слова, и, допустим, если кто-то придет и скажет, но здесь есть плюс. Я считаю, что если соберутся люди, у которых в обществе Южной Осетии высокий рейтинг именно, то есть мы все понимаем, что эти люди там есть, и люди их знают, что очень важно. То есть вообще для общества Южной Осетии именно твой статус в обществе, он связан с тем, что ты за человек, что у тебя за качество и так далее. И там есть люди, у которых на самом деле высокий рейтинг, но сейчас, допустим, они не во власти. И вот если вот эти люди соберутся в какую-то общую силу, то я думаю, что у людей на это запрос есть. Вот так бы я сказала. Вопрос, возвращая нас к выборам. Эти политические партии дискредитировали, я с этим тезисом согласен, да? На что тогда Марату Камболову опираться или другому кандидату в президенты, если он станет президентом? Я сейчас, Олег, вот то, что я сказал, Да. это даже не в контексте выборов, это вот такое общее замечание, это необходимость каких-то новых сил, новых идей, новых объединений, она не зависит вообще от того, как закончатся выборы, как они пройдут. Эта необходимость, она и после выборов останется. А что касается точки опоры, Да. то если человек выигрывает выборы, Алик,
то он опирается на большинство населения. Это очень большой кредит доверия, и вот он должен и он будет себя чувствовать очень уверенно. У него будет мандат от населения на проведение изменений, на то, чтобы осуществить свою программу. Давай вот в общем, так скажем, осуществить какой-то конкретный набор действий, который изменит жизнь к лучшему. И обычно, вот, допустим, первые полгода, даже до года, да, избранный президент, я не говорю, что он там может все, да, никто из нас не Господь Бог, но там именно возможностей бывает в этом плане очень много. И не надо ни на кого специально опираться. Опираться надо на народ, на общество, которое тебя выбрало, этого более чем достаточно. Более чем достаточно. А то, о чем мы говорим, вот о неком таком запросе, который в воздухе витает на новые смыслы, на новую силу какую-то общественную, на новые идеи, он вообще, я его не привязываю вообще вот к выборам, я это привязываю просто вот к тому, что произошло 2-3 месяца назад, когда вот наша государственность, она подошла к некой черте. Сейчас начинается новый этап, и в новый этап, я думаю, что нужно уже идти с новыми... Давай не некой черте, а кризисной черте. Прямо кризисной черте, мы да. находимся в глобальном кризисе. И вот в новый этап нужно идти с новыми людьми и с субъектным обществом. Что я имею в виду под субъектным обществом? Дело, знаете, в чем? Вот то, что я сам наблюдал, вот череда вот этих меняющихся элитных групп, которая ничего не меняла на самом деле, да, она породила в обществе очень большую апатию. Вот то, что оттуда люди уезжают, это связано не только с плохой экономикой, но и с очень плохой социально-психологической атмосферой в обществе. Люди же это чувствуют. Пока эта атмосфера не будет переломлена, она не будет сломана, пока вот не появится какой-то Образ будущего. Да, образ будущего, да, люди будут продолжать покидать эту территорию, тогда уже вопрос станет иначе. А за что там люди воевали, за что они там все терпели, за что умирали лучшие из нас. И вот об этом нам, наверное, тоже нужно думать. Ты знаешь как, поскольку я в свое время учился на кризис-менеджмент, только в экономике, я знаю, то есть мы все признаем, что Южная Осетия находится в глобальном кризисе, да, то есть я даже слышу такие оценки о том, что, еще, может быть, еще 2 президентов государственности Южной Осетии выдержат, но если они будут такие же, как были последние, то это будут последние президенты Южной Осетии. 2 это ты прям так щедро отсыпал. Да. Это щедрот. Вот когда бывает кризисная ситуация, любые действия кризис-менеджмента в короткий период времени, в первые полгода, да, если есть какие-то действия, они, как правило, формируют ощущение, что становится только хуже. Потому что надо принимать непростые решения в условиях отсутствия ресурсов и сложной ситуации. То есть кризисные процессы, они же не останавливаются с приходом кризис-менеджера, они даже часто ускоряются. Да. Это как вот любая болезнь, когда ты ее начинаешь лечить, в моменте становится хуже. Только через какое-то время, полгода, год, возможно, будут какие-то улучшения. Поэтому у этого кризис-менеджера должен быть просто колоссальный мандат доверия. Это же история как с многими реформаторами, которые приходили во власть, Столыпин, вот в России, да, хороший пример, да, когда они начинали какие-то действия, да, и если бы, надо было подождать пару лет, эти действия дали бы свой результат, но человека просто убирали, или убивали, да, тут. Нет, тут немного некорректное сравнение, потому что Южная Осетия – это маленькая республика. Я Да, такой широкий исторический контекст взял. Да. Люди поддержат, я в этом уверен, если они будут видеть реальные изменения, они, конечно, поддержат, потому что сейчас, понимаете, в чем дело? У нас общество стало полумертвое какое-то. То есть люди впали в апатию, они реально впали в апатию, потому что, а кто не впадет в апатию, если ты 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, да, и продолжается, это день сурка какой-то. То есть меняются персонажи, меняются имена, а по сути не меняется ничего. Это, кстати, породило некую такую, наверное, наивность, что ли, инфантильность, когда, наоборот, проблема электората Южной Осетии, она не столько в том, что они там не будут доверять кому-то, да, они, наоборот, готовы довериться, не то чтобы кому угодно, да, но настолько они хотят изменений, что если человек покажет свою готовность эти изменения делать, то они вокруг него объединятся
точно. Ну, мне вот в осетинском обществе, южанское, северянское, мне вот не нравится этот этатизм, эта фигура, эта вера в одного. Вот он придет, и он все поменяет. Не-не-не, Мы должны сидеть наблюдать. Вот мы сейчас выберем его, и он поменяет. Никто один ничего не поменяет. Да, тут нужна и активизация самого общества. Да, я об этом и даже писал недавно. Вот у нас есть же еще такой, я не знаю, как это корректно назвать, чтобы никого не обидеть, но посыл, нарратив о том, что там нам нужно там объединяться. Вокруг чего объединяться? Мы же не можем объединиться просто априори. Ну, хорошо, ну давайте объединимся, все, мы едины. Что мы делаем дальше? Куда мы идем? И, нужны какие-то конкретные шаги и конкретные решения. Нужен образ будущего, вот как Кристина сказала. А то, что вот нынешние политические группы, элиты в Южной Осетии сформировать эти смыслы и транслировать их в общество не способны, но в этом я думаю, что ни у одного адекватного человека уже сомнений нет и быть не должно. Кристина, ты берешь интервью, скажем так, у лидеров мнений, у представителей разных элитных групп Южной Осетии. Есть ли вообще какое-то видение будущего, какое-то актуальное к нынешнему времени? Вот пытается ли кто-то это видение будущего нащупать? У всех все-таки разное, это тоже нужно учитывать. Плюс все-таки мне кажется, что вот после 2008 года у Южной Осетии в целом пропал образ будущего. Я объясню, как я это вижу. До 2008 у южан была главная цель – это выйти из состава Грузии, войти в состав России. То есть она получила признание России, Южной Осетии, и все равно цель по вхождению в состав России, она осталась. После 2008, где-то в 2010 и так далее, все поняли, что политических предпосылок для вхождения в состав России нет. И Южная Осетия осталась вот в этой вот точке, где она не в составе России, где она самостоятельна, но тем не менее именно внутренних ресурсов для развития у нее не хватало. Плюс все-таки мы учитываем факт того, что качество элит там было разное, и в этом смысле... Как ты красиво слово «плохое» спрятала. Разное. Эвфемизм таких. Да. Да, и в этом смысле все-таки у Южной Осетии и возможностей для международного признания нет. У Южной Осетии всего есть два вектора для развития, либо с Грузией, либо с Россией. С Грузией мы все понимаем, что этого не будет. Максимум это вот то, что мы говорим про проект дороги, и то это сугубо проект экономический, и то он при участии России, что очень важно. То есть это не именно проект Грузия и Южная Осетия. И в этом смысле у Южной Осетии единственное будущее это с Россией. В состав России она попасть не может. Мы уже видели там, как тема вхождения в состав России использовалась президентами или теми, кто идет в президенты, для того, чтобы среди общества получать какую-то поддержку. Поэтому на самом-то деле вот тема референдума, я считаю, она тоже в Южной Осетии уже не воспринимается. Да? Она уже с негативом воспринимается. Так, как, допустим, она воспринималась там в начале 2000-х, просто потому что эту тему стали использовать для того, чтобы получать себе какие-то очки, допустим, в глазах общества. Под выборы ее стали использовать, И мне кажется, что в целом, вот если мы говорим про смыслы, то в Южной Осетии где-то вот 2010 года нет института, скажем так, будем так говорить, который эти смыслы производит. То есть в 90-х годах смыслы были. Это вот... Адам Нехас. Да. И потом, что интересно, эти смыслы к себе все-таки до 2008 года взял президент Койты. Он все-таки эти смыслы тоже обозначал. Отчасти будем говорить честно. Он там, когда он пришел к власти, он говорил, что мы должны быть с Россией, мы должны выйти из Грузии. То есть эти смыслы у него были. И вот после него как-то уже как таковых смыслов их уже нет, потому что цель была достигнута, а дальше уже идти как бы некуда. Это тоже очень большая проблема. То есть вот все-таки я считаю, что образ будущего, если мы говорим про союзное государство, это все-таки образ будущего. И это что-то новое. То есть все-таки тема вхождения в состав России, в принципе, это на данный момент невозможно. Я для зрителей хочу один момент пояснить. Кристина говорит, что мы должны выйти из состава Грузии, войти в состав России. Говоря про исторический контекст. Просто для внешнего российского зрителя, внешнего наблюдателя, эта история Южной Осетии, она такова.
до 2008 года Россия признавала суверенитет Грузии в ее границах. И поэтому история Южной Осетии – это выход из состава Грузии и, возможно, вхождение в состав России. Для нас, людей из Южной Осетии, да, мы никогда не были в составе Грузии, и, как хорошо говорил почивший нас Рухсагат Чочиев, да, который стоял во главе Адам Хас, да, что у нас есть право на независимость, и это право в континуитете, и что наша государственность осетинская возникла гораздо раньше, нежели грузинскую государственность признало международное сообщество, поэтому мы никогда в составе Грузии не были. Я это так, такой контекст поясняю. Хотел бы наш подкаст уже привести к завершению, и все-таки от вас мнение услышать по текущим выборам. Что-то интересное в этом будет, или все предопределено, все понятно, как бы просто будем ждать их окончания. Вот, хватит перемигиваться и берите на себя ответственность. Нет, мы готовы на себя взять ответственность. Ну, слушайте, прогноз. Ну, какой может быть прогноз? Я думаю, что более-менее прогноз у всех будет один. Ну, есть явный фаворит там, с поддержкой Москвы, там Марат Камболов. Особо какой-то оппозиции внутри республики я не вижу. Пока все выстроились, все выстроено, все поддерживают, даже выдвигая своих кандидатов, они при этом поддерживают Камболова. Поэтому я думаю, что самое главное сейчас, Алик, на самом деле не то, как пройдут выборы, а то, что после выборов будет. Нам опять возвращаясь к тому, о чем я говорил, нам нужно к этому готовиться и оперировать там не горизонтами, там выборы, месяц, да, а там хотя бы там 5-летками, там 10-летками, потому что мы уже дошли до крайне опасной черты, за которой, наверное, уже начнется какое-то разрушение именно государственности. Начнется или уже началось? Но оно идет, да, и исход населения. То есть тут уже вопрос в том, что есть некая территория, историческая осетинская территория, на которой там веками живут осетины, и наша задача – это создать условия для того, чтобы мы не оказались там поколениями, на которых это все прервется, чтобы после нас еще как минимум столько же поколений на этой территории жило, чтобы на ней звучала осетинская речь, чтобы на ней воспроизводилась осетинская культура. Я так эту задачу вижу. Кристина, твой взгляд на выборы? Из всех выборов, которые были в Южной Осетии, это будут самые спокойные выборы, я бы так сказала бы. Все-таки обычно посмотрим, будут ли у нас дебаты все-таки в этой гонке. Пока кстати, просто не очень ясно уже, я так понимаю. Если будут, то в любом случае дебаты тоже будут самые предсказуемые, чем все, что мы видели до. В целом, я соглашусь, что важно, что будет после. Я, знаете, что считаю? Если Марат Камболов станет президентом и действительно сделает для Южной Осетии много важного и позволит ей стать более развитой, потому что сейчас все-таки Южная Осетия – это крайне неразвитое государство, будем честно говорить, именно с точки зрения уровня жизни. Если он будет избран, потому что все-таки он еще не избран, и тоже так говорить, что он уже президент, это тоже не сильно правильно, потому что все равно выборы это люди выборы. Должны выбрать его, люди конечно. должны его выбрать. И если он сделает действительно много полезных дел для Южной Осетии, то я считаю это плюсом, потому что сам по себе проект Камболова, да, который мы сейчас видим в Южной Осетии, это больше, чем выборы в Южной Осетии. Это первый прецедент того, как Россия посылает кого-то из России, допустим, в государство, которое было когда-то в ее составе, да, и он там станет президентом, и это будет показательно и для Грузии, и для Армении, допустим, что, будучи с Россией вместе, есть какой-то образ будущего. То есть, если он сможет это сделать, то здесь надо вообще учитывать, что выборы в Южной Осетии – это теперь не только про выборы, это еще про имидж России в этом смысле. И будем рассчитывать на то, что под него действительно будут выделены деньги. Может быть, как я знаю, будут делать сейчас газификацию, я видела в следующем году, в конце этого года, уже в следующем. То есть такие вещи, которые повысят уровень жизни, они будут идти в плюс как и Южной Осетии, и плюс имиджу России в целом на Южном Кавказе. Спасибо вам за ваше мнение.
Надеюсь, нашим зрителям будет интересно, они напишут свое мнение в комментариях. Следите за нами, мы потихоньку активизируемся, будем выходить чаще. Я надеюсь, Суслан и Кристина систематически будут появляться в этой студии. Всего хорошего.